Вклад таджикского народа в Великую Победу. Статья главного редактора журнала «Дусти» Наджмидина Зайнеддинзоде. Нападение Германии на СССР таджикский народ воспринял как злонамеренное посягательство на свою жизнь и свободу, на территориальную целостность, поэтому решительно встал на борьбу с агрессором. Ко времени нападения Таджикистан в составе Советского Союза являлся основополагающим государственным образованием. С 1929 года он имел статус республики. СССР не хотел войны, и Таджикистан не хотел войны. Наоборот, республика хотела мира. На подъеме находились ее экономика, строительство городов, сел. Возрождались наука и культура. В 30-х годах прошлого столетия таджикский народ испытывал невиданный всплеск трудового энтузиазма, позволивший в короткий срок достичь выдающихся показателей, создать агроколхозы, прорыть десятки больших и малых каналов, построить первые электростанции, а по стратегической сельскохозяйственной культуре хлопчатнику выдавать продукцию в промышленном объеме. Валовый внутренний продукт Таджикистана к началу 40-х годов достигал 15-20% в год. Таджикский народ, недавно влившийся в коллективную семью советских народов, знал, кому и благодаря чему были достигнуты эти успехи. Поэтому сразу же с известием о войне вместе с русским народом и другими братскими народами плечом к плечу стал на защиту большой родины СССР. В это же самое время в Европе, особенно в Германии и Италии, набирала популярность враждебная коллективизму идеология эгоизма, нацизма и фашизма. Согласно этой идеологии, руководитель Германии Гитлер объявил немцев высшей расой и нацией, наделив их полномочиями распоряжаться и управлять во всем мире. По этой идеологии немцы имели право решать, каким нациям и расам быть и жить на свете, а каким нет. Евреев и цыган уничтожить. Славянам и азиатам отводилась роль второсортных людей, унтерменшен, недочеловеков, население которых можно было бы эксплуатировать как рабочую силу. Эта человеконенавистническая идеология зла и насилия, как ни странно, возымела действие массового одурмания, психоза, восторга у рядовых немцев. Об этом свидетельствуют их миллионные митинги, факельные шествия в больших и малых городах. К великому сожалению, немцы пошли за Гитлером. Поэтому он, ощущая их мощную поддержку, решил навести фашистский порядок по всей Европе. Гитлер начал Вторую мировую войну. Первые легкие победы воодушевили его. Вера в фашистскую идеологию переросла в культ. Чехословакию, Австрию их армия заняла походным маршем. Польшу завоевала за месяц, Францию, Голландию, Бельгию. Более 20 стран она заняла за 1,5 года. Эйфория от побед гудела и бурлила в Германии. Ее военно-промышленный потенциал после покорения Европы и захвата ее человеческих, финансовых ресурсов стал еще выше. Причем выше, чем у Америки и СССР. Военная машина и военная стратегия фашистов крутилась как хорошо отлаженный механизм, достигнув небывалой мощи. Типы и модели самолетов, танков, стрелкового оружия улучшилось по качеству, но не по годам, а по месяцам. Германия к началу войны с СССР была настолько вооружена и сильна, что ее штаб армии во главе с фюрером отвел на реализацию плана «Барбаросса», плана захвата Советского Союза 3-4 месяца Блицкриг. Гитлер и ее штаб считали, что СССР не окажет сопротивления, что СССР – это искусственное образование разных наций и народностей, связи его республик непрочные. И вообще Советский Союз – это колос на глиняных ногах. Ударишь – он развалится на куски. И настал 22 июня 1941 года для Советского Союза. Поначалу наступление немцев шло точно по гитлеровскому плану. Вероломные нападения, танковые прорывы, котлы, оружейня, добивание павших в окружении войск. Этот план позволил им в первый месяц войны оккупировать промышленную Украину, Белоруссию, Молдавию, обескровить в окружениях и котлах более чем наполовину Красную армию. Однако Блицкриг
у немцев не получился. Оставшаяся разразненная Красная Армия ценой огромных жертв и потерь сдержала врага. А потом, когда ей на подкрепление пришли новые тысячи бойцов из Сибири, Урала, Центральной Азии, Кавказа, то в битве под Москвой она смогла отбросить ненавистного врага на сотни километров. 4 года продолжалась война. Такой войны не знала история человечества. И в этой войне силы добра победили силы зла. В эту победу Советского Союза весомую лепту внес и таджикский народ. К началу войны население Таджикистана составляло 1,5 миллиона человек. На фронт отправилось 300 тысяч человек. Из них 100 тысяч остались на полях сражений. Очень большие были потери и жертвы. Увы, такие же жертвы понесли все народы и республики СССР. Войну республика переживала тяжело. Об этом свидетельствуют архивы, газеты и журналы военных лет, кинохроника, пожелтевшие фотографии наших дедов и отцов, письма с фронта, похоронки. Эти документы отражают эмоциональную атмосферу тех лет. Таджикский народ и в тылу, и на фронте вел себя достойно. Хозяйство велось сообразно обстановке, решая многочисленные проблемы. Крайне тяжело было с продовольствием. Главные рабочие руки, мужчины, ушли на фронт. На нужды фронта были отправлены и те немногочисленные трактора и автомобили, которые имелись в республике. В Таджикистане были сформированы несколько кавалерийских дивизий. Кавалерия – это и лошади. Тягловые лошади тоже отправились на фронт. Землю пахали коровами. Быков тоже не было. Быков забивали, а мясо отправляли на фронт. Особенно тяжелое положение складывалось в блокадном Ленинграде. На фронт отправлялись продукты питания, сухофрукты, деньги. Таджикистан делился с фронтом всем, чем мог. Таджикистан стал надежным тылом фронта. Эвакуировали сюда стационарные военные госпитали, осиротевших детей, военные ремонтные мастерские, учебные заведения. Сталинабад, столица республики, в годы войны стал, по сути, русскоязычным городом. Война – общая беда, сблизили таджикские и русские народы. На фронте такое же сближение происходило между бойцами. Жизнь в окопах, бои, смерть, совместно пролитая кровь сближали бойцов. Сближало и их то, что таджики воевали за русскую землю. Причем, как сказал замечательный русский поэт Твардовский, не ради славы, а ради жизни на земле. На фронте сражались и отдали жизнь цвет нашей нации. Таджикские поэты и писатели Хабиб Юсуфи, Лутфулло Бузургзаде, Хаким Карим, Абдушукур Пир Мухаммадзода, брат Абдусалома Дехоти. Слава Богу, что многие другие литераторы живыми вернулись. Таджикский писатель Рахмон Сафаров составил 3-томную энциклопедию о таджиках-участниках Великой войны. Этому большому труду он посвятил 40 лет жизни. Писатель не по долгу службы, а по зову сердца за свой счет исследовал огромный архивный материал комиссариатов и военных частей Красной Армии. По его книгам мы теперь знаем географию земель, где и как воевали таджики, где боец принял последний бой и похоронен, кто остался жив и вернулся домой. Мы теперь знаем, что таджики были и среди тех, кто приняли первый бой с вероломным противником Брестской крепости, и среди тех, кто защищали Москву, Сталинград, Ленинград, и среди тех, кто брали Берлин. И чему тут удивляться? Куда направляли солдата, он там служил и воевал. Про битву на Курской дуге рассказывал поэт Абдуджабор Кахори. «Я сам не знаю, как остался жив. В первом бою от нашего полка осталось несколько человек. Меня только ранило. Госпиталь. Во второй раз, уже в новом полку, контуженного разрывом снаряда засыпало землей. Опять госпиталь. После ранения стал плохо слышать, и тик появился на лице. В третий раз под Витебском покалечило сильно, госпиталь. Врачи подправили немного и комиссовали. Отказались лечить. Сказали, осколок у тебя под сердцем, а всего этих осколков у тебя больше 17. Так до сих пор и живу.
воюя с немецким металлоломом. Доблестно воевали бойцы-таджики из Таджикистана. За мужество и отвагу в борьбе с фашизмом медали и ордена получили 56 тысяч жителей Таджикистана. 64 участников были удостоены звания Героя Советского Союза. А еще 15 воинов стали кавалерами Ордена Славы 3 степеней. Имена героев навечно вписаны в книгу памяти воинского долга и служения Родине. В книгу памяти вписаны миллионы советских бойцов всех народов и народностей, победивших немецкий фашизм, поднявших красный флаг, флаг жизни над Рейхстагом, флаг нашего достоинства и чести. 9 мая – День Победы, наш общий праздник. Он для нас очень дорог, потому что за него заплачена невероятно высокая цена – 27 миллионов человеческих жизней. Такие жертвы не забываются и не забудутся. Память о них в наших сердцах, наших генах. Эта память вот уже в течение 80 лет передается из поколения в поколение, напоминая нам, что силы зла, силы той фашистской идеологии нацизма и расизма в мире еще сохраняются и сильны. Так будем же сильнее сил зла и держать порох всегда сухим.